Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами посмотрим, что он о вас говорит. Говорит окружающим и что говорит сам себе. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, обратитесь к нему мысленно либо вслух и задайте ему свой вопрос. Так и скажите: что ты обо мне говоришь? Говоришь всем своим знакомым, друзьям и сам себе, что говоришь обо мне. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мужчина. А мужчина у нас такой болтливый вышел. Любит он поговорить, любит он всякие истории, любит приврать, любит набросить. Он вообще такой у вас любит быть в центре внимания и любит быть интересным. Вот, для него это важно. Важно, чтобы он такой прям авторитетный, рубаха парень, везде свой, да, никогда не молчит, всегда говорит. А если еще рюмочку пропустит, то все, не остановить. Такой не только сказать может, но и спеть, и сплясать. Он у вас такой немножко артистичный. Когда трезвый, стесняется, а если выпьет, все, понеслась душа в рай. Мужчина. Как-то интересно он о вас рассказывает, он частично о вас говорит то, что ему выгодно, либо то, что его в данный период времени волнует. Смотрите, здесь показана женщина, которая из него постоянно пытается выуживать информацию о вас. То есть она его постоянно о вас расспрашивает. То есть как вы к нему относитесь, что у вас там происходит, кормит, поет, стирает, убирает. Да? Скорее всего, это его мама, либо какая-то другая родственница, да, которая как мама. И видите, она прям с него вытягивает информацию. Вот этой женщине он редко что о вас говорит. А если и говорит, то только хорошее. А она, судя по этой картинке, недовольна тем, что он говорит хорошее. И она подозревает, что он ее обманывает. И у кого-то еще отыграется, что эта женщина со своей стороны его пытается убедить в том, что вы плохая. А она ему говорит: она плохая. Он говорит: нет, она хорошая. Она тебя не любит. Нет, она меня любит. Она плохо с тобой обращается. Нет, она со мной хорошо обращается. Да, в таком ключе информация. Но здесь явно эта женщина как-то негативно к вам настроена. И вот пытается, не знаю, какие-то доказательства собирать, что вы там что-то не так делаете. Либо пытается этого мужчину убедить, что вы ему не подходите. В общем, она его все время пытает, на вас гадости говорит, а он такой: нет, я не слушаю, наоборот, все у нас хорошо, и вообще не лезь, не приставай. В таком ключе. Дальше показывают его с каким-то мужчиной. С этим мужчиной он либо особо, как у них дружба, да, крепкая, может быть, они вместе работают, либо вместе много времени проводят, либо они с детства дружат. Прям как лучший друг получается, да? Вот этому мужчине он говорит, что он вас боится. Он всегда говорит, что вы как знаете наперед, что вы видите насквозь, что вы предугадываете, что у вас невозможно обмануть, вас невозможно провести. И он говорит ему, что он вас боится, побаивается. Он такой: я не могу ничего скрыть, я не могу ничего утаить, она все знает, она все видит. Я постоянно живу как будто бы 24/7 под присмотром, да, как будто бы не скрыться от ее глаз. Он даже как-то жалуется, говорит: у меня свободы не хватает, либо я вынужден прям все ей рассказывать. Вот. А тут друг его жалеет, говорит: видишь, какая она у тебя умная, наоборот, тебе повезло. Вот. А этот говорит: как ж так, у меня же ни секретов, ни тайн нет.
все как бы на поверхности лежит. А у того друга, я так понимаю, либо нет семьи, либо там семья такая не очень. Вот, он как будто бы предоставлен сам себе. И он по-хорошему завидует вашему мужчине и говорит: блин, ну мне бы такую женщину, я бы счастлив был, да. Вот, но мне так в жизни не повезло, а тебе наоборот повезло. Поэтому не жалуйся. И, кстати, этот друг ему очень часто советует там, покупать вам цветы, либо дарить какие-то подарочки. Да? Он как будто бы его учит за вами ухаживать в таком ключе. Так, и еще на работе, скорее всего, там какие-то женщины, но женщины, с которыми он периодически общается. Он этим женщинам всегда хвастается тем, что вы готовите, либо хвастается тем, чем вы его кормите. Может быть, эти женщины его пытаются чем-то угостить, а он такой: нет, моя жена, либо моя женщина гораздо лучше готовит, гораздо вкуснее, типа она меня классно кормит. Он многое, кстати, еще может придумывать, ну, чтобы типа похвастаться. Ну, типа, смотрите, какой я классный мужик, у меня такая женщина, вообще закачаешься, да, там кормит меня всякими деликатесами, сложными блюдами, там какой-нибудь там молекулярной кухней, да, там Мишлен плачет, когда она готовит, ну, в таком ключе. Ну, конечно, тут он прибрехивает, но тем не менее, эти женщины, знаете, вот как в восторге от вас, заочно в восторге от вас, и думают: это ж какая вы святая женщина, что вы этого мужчину такими деликатесами кормите, терпите его несносный характер, и еще и такая неказистая внешность. Да, эти женщины, вот две женщины, они заочно от вас в диком восторге. Им очень хотелось бы на вас посмотреть, либо очень хотелось бы с вами познакомиться и увидеть этого ангела во плоти. Потому что они знают, что этот мужчина, у него характер такой чудной, да, с ним непросто. Да, ну, вот работают они все вместе, знают, на что он способен. Вот, а вас они просто считают святой мученицей, да, которая с таким мужчиной живет. И еще, мои хорошие, показано, что он очень часто, ну, действительно, в прямом смысле вами хвастается, причем перед незнакомыми людьми. Ну, допустим, он идет вам покупать подарок, да, и он такой: мне самый лучший, потому что моя женщина самая лучшая, там, самая красивая, самая идеальная фигура. Там, то есть он на людей вами производит впечатление, вот как-то так мне идет. И где бы он ни был, что бы он там для вас не приобретал, он всегда про вас вот прям рассказывает, как будто бы вы как царица Савская, да. И вот он такой: ну это ж типа моя женщина, и моя бы женщина плохого мужчину не выбрала, да. Я ж тоже ведь идеальный, в таком ключе идут разговоры. Не могу сказать, что он прям вас со всеми обсуждает. Он, ну, либо вами хвастается, ну, либо вот другу, да, жалуется, что вы прям такая все видите насквозь, и он вас боится. При этом как бы он ссор из избы не выносит. Вот когда вы ссоритесь, когда вы ругаетесь, он никогда об этом не говорит. Он лучше смолчит, там, как в себе эту боль переживет, но говорить об этом он не будет. Разве что с близким другом может поговорить. И то не всегда он это делает, не всегда может себе это как разрешить, да, он, не знаю, что это, его что-то сдерживает, да, чтобы он о вас слишком много говорил, либо всю правду говорил. Может быть, он так воспитан, может быть, это его личное убеждение. Но для меня это хороший знак. Вот как я вижу, это хороший знак. То есть он говорит частично, кусочками, любит хвастаться, и поэтому вами хвастается. Вот. Ну, потому что вы такая женщина, грех вами не похвастаться. А так, чтобы прям все про вас рассказывать, такого нет. Ну и плюс от этой своей женщины-родственницы вас защищает, да? То есть он ее не слушает, хотя она ему постоянно о вас гадости говорит. И когда она его пытает, он всегда какими-то общими фразами, что типа там не лезь, у нас все хорошо, там не нуждаюсь в твоих советах. Такое идет. Так, дальше, что он сам себе говорит о вас? Ну, здесь он показал вас полный рост. Грудь показал, попу показал, ноги показал, лицо показал. Но он сам себе говорит, что он сам себе завидует, потому что вы женщина с идеальной фигурой, вот по его вкусу, да, по его предпочтениям. То есть у вас идеальная фигура, идеальные формы, идеально прекрасное для него лицо, самое красивое, самое любимое. Знаете, вот здесь как будто бы сам себе завидую, потому что у меня такая идеальная женщина. И, девчонки, неважно, в каком вы весе, неважно, что у вас там с фигурой, вы для него идеальная, идеальная. Он вас всегда желает, он всегда вас хочет. И
сам себе завидует, да, ну, потому что вы красавица, вот, красавица, у вас все хорошо. И это его, знаете, вот сколько бы вы лет вместе не были, его это всегда будоражит, это его всегда задевает. Прям постоянно восхищается, прям постоянно на вас возбуждается, извините за эти подробности, и сам себе завидует, что вы его женщина, что такая идеальная, красивая женщина. Кстати, у кого-то еще отыграется, что вы действительно, ну, допустим, за собой следите, а он, наоборот, не следит. Он как будто бы, знаете, немножко вам завидует, потому что у вас есть сила воли, потому что вы можете соблюдать диету или позаниматься спортом, в чем-то себя ограничивать ради идеальной формы, а он не может. И он такой, блин, ну она идеальная, а я как бы рядом. Тем не менее, он рад, что он с вами рядом. И еще он сам себе говорит, что у вас невероятно развит интеллект, что у вас очень высокий IQ. И здесь он как бы, ну, этим немножко недоволен. Он такой, ну, типа, у меня очень умная женщина, и с этим надо что-то делать. Это очень сложно, да, когда у тебя очень умная женщина. Ее невозможно обмануть, ее невозможно провести, и я перед ней просто вот беззащитен, да. Я вынужден постоянно ей говорить правду, но если я что-то пытаюсь скрыть, то это такой прям безумный риск, и все равно нет никакой гарантии, да, что она не разгадает, что у меня есть тайные секреты. Вот, это он признает, и я не могу сказать, что ему это не нравится, скорее это его напрягает. Ну, конечно, если рядом женщина-рентген, либо женщина, которую нельзя обмануть, то это напряжно немножко для него. Но поскольку он такой у вас немножко взбалмошный, да, иногда влипает в неприятные истории, то вас совершенно невозможно обмануть. Вы все знаете, вы все видите, еще и предсказываете наперед. Вот, это, да, напрягает его. Так, еще сам себе он говорит о том, что вам нужно уделять больше внимания, ну, потому что вы, смотрите, он у вас видит, женщина, и на миллион, да, и он такой, если я не буду уделять ей внимание, то явно найдется кто-то другой, да, найдется другой желающий, который может действительно ее увести. То есть он постоянно об этом думает, не то чтобы он прям ревнует, а он думает о том, что нужно вам соответствовать, и нужно вас радовать, и нужно как-то выделяться среди всех тех других мужчин, которые вас окружают. Ну, то есть тебе эти звездочки вешать, что вот смотри, какой я хороший, у меня много звездочек, да, я молодец, я завидный жених, там, либо завидный муж. Вот, так что ты на других не смотри, смотри только на меня. Ну и также, девочки, он думает о том, что нужно вам какие-то подарки покупать, либо какой-то один очень ценный подарок приобрести. Ему очень хочется вам угодить, но он не до конца уверен, либо он сомневается в правильности выбора. То ли он к праздникам готовится, то ли он вам что-то пообещал. Очень сильно переживает, что вам не понравится подарок. Я так понимаю, что он либо приобрел, либо вот-вот приобретет. Но что-то дорогое, что денег много стоит. Так что, в принципе, очень даже и неплохо. Мужчина, на самом-то деле, по этой отсыпке, при всех своих там каких-то шероховатостях, он вас очень любит. И вы для него очень ценная женщина. Вы для него судьбоносная женщина. Вы женщина всей его жизни. Что бы там между вами ни происходило, могу предположить по этой отсыпке, что вы иногда ссоритесь, либо иногда у вас там, притирочки случаются. Что бы ни происходило, он очень счастлив и благодарен судьбе и Создателю за то, что вы рядом с ним, за то, что вы его полюбили, за то, что вы позволили ему войти в вашу жизнь. Вот. В принципе, тут каких-то там плохих вещей я, слава богу, не увидела. Его разговоры о вас вполне себе нормальные, адекватные, да. Разве что он хвастается. Если бы не хвастался, все было бы просто идеально. Но, тем не менее, он фильтрует то, что он говорит. Ссоры из избы он не выносит. На вас он не наговаривает, даже наоборот защищает. Вот. А то, что он боится вашего интеллекта, так, извините, мужики, они в этом плане всегда были такие немножко жопистые. Вот. Сложно ведь признать, что женщина умнее, чем мужчина. И опять же, с одной стороны, это возбуждает, когда женщина умная, с другой стороны, это все-таки напрягает, да, проблема, когда слишком умная женщина. Но опять же, это задевает его эго, я так понимаю.
Да, ему, наверное, хотелось быть как вы, ну, либо умнее даже хотелось быть, но не случилось, не срослось. Поэтому имеем то, что имеем. Вами он дорожит, вас он бережет, и вас он даже в какой-то степени охраняет. Не идет, что он вас пытается охранять. Ну, не подпускать к вам слишком близко других мужчин. Ну, потому что любит, потому что не хочет вас потерять. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Да, кстати, видите, вот тут единичка. Это вы для него. Женщина номер 1. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.